Анисим Григорьевич окончил школу в 1940 году. До призыва оставалось еще 3 года. В течение этих лет Анисим Прокопьев преподавал в школе, был бригадиром у рыбаков и на посевных работах. Кроме этого, Анисим Прокопьев исполнял обязанности секретаря комсомольской организации сельсовета. И все это время ждал, когда его призовут на фронт. В мае 43-го, когда до 18-летия оставалось 3 месяца, он получил долгожданную повестку. В армии Анисима Прокопьева сразу же определили в снайперы. Помог значок ворошиловского стрелка. После снайперских курсов он ждал, что его отправят на фронт, но командир роты оставил Анисима Прокопьева в расположении в качестве инструктора и командира отделения снайперской школы. 4 человека ко мне вызывали и передо мной они стояли, командир роты, снайперской роты, он говорит, что теперь, с сегодняшнего дня, ваш командир Прокопьев, мы военное звание, солдатское высшее звание отдаем, присваиваем ефрейтор. Ефрейтор Прокопьев. 2 года ефрейтор Прокопьев готовил снайперов для фронта, вплоть до победного дня, когда стало известно, что фашист пал. Переходит в почтальон и объявляет, что война кончилась. Тогда была просто не с ума сошли. Плакали. И сейчас хочется даже плакать. Меня ударило в голову. Какая радость была. В общем, ружье бросили, валялись, обнимались, целовались. И сразу обед приходит, возят на лошадях, монгольских лошадях. Но война для Анисима Прокопьева тогда не закончилась. В составе 17-й гвардейской стрелковой дивизии он участвовал в войне с милитаристской Японией. Преодолев 150-километровый марш к рубежам внутренней Монголии, дивизия отправилась к перевалу Большой Хинган. Сказали даже японцев, не старайтесь где-нибудь взять. Они смертники. Один человек может убить сразу, моментально. Он взорвется, и человек, несколько сотнями человек, он один убьет. Поэтому японцев в плен не взять даже. Оказывается, лучше всех плен сдают. Война для Анисима Прокопьева закончилась 4 сентября, когда его дивизия прибыла в Порт-Артур. После этого он дослуживал еще 3 года на Дальнем Востоке. Командование не хотело терять ценного специалиста и предложило ему закончить офицерские курсы. Но Анисим Григорьевич отказался. Дома ждали пожилые родители. Офицер служит 25 лет. Если офицер испугался, у меня старые люди, родные, никого нет, даже девушек нет у них. Нет, мне домой надо. Вернувшись домой, Анисим Прокопьев поступил в фельдшерскую школу, трудился по специальности у себя в Верхневилюйском районе. Работу всегда совмещал с общественной деятельностью. Кроме этого, не имея художественного образования, он также известен в республике как талантливый скульптор, художник и косторез, показав себя как творческая и многогранная личность. Сергей Алексеев, Сергей Васильев, НВК СХ Якутск.